каждую свою картину Багаудин Шарпутдинович Сагов вкладывает всю свою душу. И, берясь за кисть, он уходит в творчество с головой. Изобразительным искусством народный художник Ингушетии начал увлекаться в раннем детстве и свою любовь к нему пронес через всю свою жизнь. Первые навыки изобразительного искусства Багаудин получил в художественной школе. Затем было Пермское художественное училище, где он не только учился профессионально рисовать, но и знакомился с историей живописи. Из всех великих мастеров изобразительного искусства Багаудину ближе всего по духу и технике рисования итальянский скульптор, архитектор и художник Микеланджело Буонаротти. Но при написании своих картин Багаудин Сагов стремится не только подражать мастерам, но и внести в полотно что-то свое. На вопрос, что его вдохновляет, художник честно отвечает – горы. Если я побывал в горах, посидел у костра, выпил чашку бульона, съел кусочек мяса, походил по горам, по башням, этого бывает достаточно. Картина, написанная горной Ингушетии, передает что-то светлое и восторженное, но есть в творчестве художника и полотна, в которых присутствуют трагические нотки. Идеи для написания художник берет из жизни или из истории. К таким картинам можно отнести и работу, посвященную депортации, или же полотно «Плененный, но не покоренный имам Шамиль». Сама обстановка немножко такая стянутая. Шамиль сидит очень достойно, и вы, если внимательно посмотреть, сзади стоит его сын, который держит его, положил руку на плечо, чтобы он не вставал. Они, мол, недостойны, чтобы такой уважаемый, почтенный человек, великий человек, вставал перед князьями. Чтобы картина получилась удачной, для художника очень важно представить образ будущей работы в голове, делится Сагов. Самое главное – создать в мыслях идею, которую ты хочешь передать на холсте. А потом уже дело техники, как говорят, это там краски, кисти. Когда мысль уже созрела, идея созрела, пишется легко. Там не бывает проблем. Почему? Потому что перед глазами у тебя уже почти законченные картины. А автоматически руки делают все остальное. Идеи для своих работ Багаудин Сагов черпает из самой жизни. Природа, люди, особенно художник любит рисовать портреты стариков. В их образах он видит все самое лучшее – чистота, мудрость, спокойствие. Красивые старики, если они, соответственно, одеваются, соответственно, ходят, соответственно, говорят, соответственно, своему возрасту. Особую линию в творчестве Багаудина Сагова составляют сюжетные произведения исторического направления, одна из которых сразу обращает на себя внимание. Это небольшая тематическая работа художника «Храм Тхабаерды. Совет старейшин», которая была приобретена Государственным музеем изобразительных искусств Республики Ингушетия. Самая первая профессиональная работа Багаудина Сагова после окончания художественного училища была еще и самой сложной для него. Она посвящена его деду Ассулту, и Багаудин Шарпутдинович планирует представить ее на персональной выставке. Она находится у меня дома. Отец был, когда я принес его домой, это целая история. Когда он посмотрел, он долго сидел и вот так, прикрыв лицо рукой, сидел. Оказывается, у него влажные глаза были. Он сказал: хорошо ты отобразил, мне нравится, говорит, повесь его в зале. Он так и висит в зале. Начиная с 1995 года Сагов принимает участие во многих художественных выставках республики и за ее пределами. Часто его картины можно увидеть и в Музее изобразительных искусств Ингушетии. Одна из таких выставок подготовлена сотрудниками музея к юбилею художника. Его юбилей вообще мы планировали провести персональную выставку, но из-за сложившейся такой ситуации у нас в республике, в целости в стране, мы ее отложили до следующего года. Мы сегодня проводим небольшую выставку, фондовскую выставку, выставляем работы из фонда музея. Это около 15 работ. Написаны они на историческую тематику. Обычно Багаудин любит писать работы на историческую тематику. Сам по себе Багаудин очень такой трудолюбивый человек, совмещает и творчество, и работу. Он около 20 лет работает в детской художественной школе. Работает он с детьми в двух направлениях. Он преподает и живопись, и декоративно-прикладное творчество. Конечно, вот этот такой замечательный день. Хотелось бы пожелать ему творческих успехов, благополучия, чтобы он реализовал все свои творческие замыслы. Исаак Амхоев в прошлом работал архитектором города Сунжа. Сегодня он на пенсии. Их дружба с Багаудином Саговым завязалась много лет назад, когда ему, как архитектору, нужен был совет, как творчески подойти к созданию фасада одного из объектов населенного пункта. Он мне предложил несколько вариантов. После этого я узнал
когда выяснил, кто его отец, я выяснил, что я с его отцом работал после школы в 70-м году. Он работал начальником отдела снабжения строительного управления 7-го. В штате было 208 человек, авторитет у его отца был громаднейший. Куда мы только не приезжали, его всегда встречали. И про него, как говорили, ингушский интеллигент, очень был, очень много сил уделял воспитанию молодежи. Я помню, как он нас учил. Мы вдвоем работали с моим одноклассником. И он нас учил. Он тогда нам говорил, что надо учиться. Надо учиться. Только в этом наша сила. Я понял, что человек, который давал посторонним молодежи такие нравоучения, наверняка не оставил без внимания своих детей. Много лет Багаудин Сагов преподает в художественной школе при Доме культуры города Сонжи. И сегодня на выставку художника пришла и одна из его учениц – Танзила Цицкиева. С 2016 года я хожу к Багаудину Сагову учиться. Он в меру строгий и очень даже хороший преподаватель. Я у него научилась очень многому. Мне больше нравится рисовать пейзажи, природу. Сейчас я закончила учиться, но и рисую для себя. Багаудин Сагов считает необходимым не просто самому совершенствоваться, но и передавать накопленный им опыт подрастающему поколению. В будущем художник планирует сделать зарисовки к роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков». А еще в перспективе работа, где будет изображен быт ингушей.